Садыр Нуркажоевич, благодарим, что согласились побеседовать с нашей редакцией. Надеемся, наши вопросы для вас будут так же интересны, как и ваши ответы, и откровенны. Давайте начнем с одного из самых обсуждаемых вопросов. Вы принципиально не говорите на русском языке? Вы вообще говорите на русском? Спасибо, что спросили. Многие спрашивают. Это потому, что я выступаю только на кыргызском. Я кыргыз, живу в Кыргызстане. Кыргызский – это мой родной язык. Я его впитал с молоком матери. Я на нем думаю. Я хорошо знаю русский. Пишу, читаю и говорю на нем, когда это необходимо. Но у нас в школе русский язык преподавался на кыргызском языке. Поэтому у меня не такая богатая речь, как у вас, журналистов. То, что я везде выступаю на кыргызском, все это переводится на русский и английский. Есть пресс-служба, пресс-секретарь, которые рассылают для публикации в СМИ все тексты моих заявлений и выступлений на русском языке. Вот если бы я не знал кыргызский язык, это была бы для меня трагедией. Русский язык нужен. Это язык межнационального общения. А кыргызский государственный – это не просто язык, это государственный атрибут. Это отражение нашей истории, культуры, это наше наследие. И я считаю, что все граждане Кыргызстана должны знать его. А русский язык в Кыргызстане должен сохранить статус официального. К сожалению, на этой теме многие спекулируют. К слову, спасибо, что согласились дать интервью именно на русском. Хочу, пользуясь случаем, принести свои извинения сотрудникам СМИ и гражданам Кыргызстана за то, что во время моей последней пресс-конференции на КТРК не был обеспечен синхронный перевод моего выступления. Это была серьезная оплошность организаторов. Это на самом деле не техническая, а стратегическая ошибка организаторов. Сегодня в России, по неофициальным данным, находится порядка 1,5 миллиона трудоспособных кыргызстанцев. Как вы, если станете президентом, собираетесь решать проблему с такой повальной миграцией? Будет неправильно, если я скажу, что завтра мы сможем всех обеспечить работой, что завтра создам столько предприятий, чтобы все наши мигранты смогли вернуться на родину. Это невозможно. Чтобы решить эту проблему, нужно заняться решением многих проблем. В первую очередь нужна стабильность в стране, нужна прозрачная система власти, нужно вывести экономику с тени, нужно провести качественную реформу системы государственного управления, нужно пересмотреть систему налогообложения, нужно снять бюрократические проволочки. Если мы создадим условия для развития бизнеса, значит, будет расти количество рабочих мест. Мы должны предложить внутренним и внешним инвесторам принцип прозрачности, доступности, комфорта и гарантии ведения бизнеса. Если будет хорошо бизнесу, будет хорошо всем нам. Будут рабочие места, будет пополняться бюджет, будут деньги, зарплаты для врачей, учителей, для пенсий. И мигранты вернутся, я в это верю. Возвращаясь к тому, что бизнесу нужно создавать условия, вы основной целью выделили вывод экономики из тени. Как вы собираетесь это делать? Это исполнимо? Большая часть бизнеса у нас находится в тени. Решать эту проблему нужно обязательно и комплексно. Есть много примеров стран, которые смогли это сделать.
сделать путем реформ, таких как, например, фискализация всех государственных предприятий. Мы в скором времени тоже запустим такую систему. Почему бизнес в тени? Потому что недоверие к государственному аппарату. Потому что постоянные, необоснованные и необъективные проверки. Потому что налоги несправедливые. Потому что коррупция. Или мы должны изменить эту ситуацию, или мы потеряем экономику. Мы обязаны создать такие условия, чтобы бизнесу было выгодно работать открыто. И мы можем этого добиться. Садар Нуркажович, вы говорите правильные, в общем-то, вещи. Но как это все реализовать без команды? У нас ведь как? Идея хорошая, как спускается к исполнителям, все, пиши пропало. Все очень просто. Нужны профессионалы. Они могут разделять мои политические воззрения, а могут не разделять. Главное, что они должны делать, это работать качественно, результативно. С первых дней, как вы заняли пост премьер-министра и исполняющего обязанности президента, вас обвинили в целой череде сомнительных кадровых назначений. И, честно говоря, то, что вы сейчас говорите, не очень вяжется с этими кадровыми решениями. Принимаю всю критику и понимаю все допущенные мною ошибки. В том числе в том, что касается кадров. В тот момент нужно было быстро стабилизировать ситуацию. Не допустить диверсий, не допустить вывода денег за рубеж, обеспечить нормальную работу госорганов и предприятий. Задача действующего состава Кабмина – не допустить экономической катастрофы и обеспечить стабильность, в том числе для проведения выборов и референдума. Вы же понимаете, что после президентских выборов новый глава государства будет собирать новую команду. Самое главное, чтобы случайные люди ушли, а во власть пришли профессионалы. Где же вы таких профессионалов найдете? По-моему, уже все давно разъехались. Найдем. Профессионалы есть. Из-за того, что на должности назначались родственники, друзья, родственники друзей, из-за того, что портфели продавались, настоящие профессионалы отступили в сторону. Многие уехали, но ведь многие хотят вернуться домой. Надеюсь, что рано или поздно они вернутся и будут довольны тем, что они увидят. У нас есть потенциал, есть и опытные профессионалы, и талантливая молодежь. Нужно просто создать условия для них. Нужно обеспечить прозрачную конкурсную систему назначения на государственные должности. И затягивать с реформой системы кадров нельзя. Нам предстоит решить много проблем, таких как дефицит бюджета, обеспечение продовольственной безопасности, оказание помощи гражданам, оказавшимся из-за пандемии без средств к существованию, обеспечение стабильной работы системы здравоохранения, да много других. Да, это те вопросы буквально жизни и смерти, которые волнуют всех кыргызстанцев. Как считаете, мы сами справимся? К сожалению, нет. Тут и придумывать нечего. Давайте говорить честно. Во многом в условиях пандемии мы справлялись за счет усилий добровольных объединений, волонтеров, зарубежных организаций и благотворительных фондов. Спасибо всем, кто помог нашим партнерам и соседям. Огромную помощь нам оказала Россия. Да, и перестала нас поддерживать, когда начались беспорядки. Нам удалось стабилизировать ситуацию, и наши российские партнеры это увидели. Когда они увидели, что есть законная власть, которая смогла справиться с ситуацией, тогда вернулась и поддержка. На самом деле, не одним нам так тяжело. И просить помощи в таких ситуациях не зазорно.
Даже самые сильные, развитые государства обращаются за помощью к своим партнерам. Это нормально, я считаю. Мы ведь не одни на планете, и не все зависит от нас. Но нам нужно избавляться от этой позиции вечных просителей. К этому и должны привести все предлагаемые реформы, в том числе и принятие новой Конституции. Ваша идея суперпрезидентской республики была смело озвучить ее. Не суперпрезидентской, а президентской. Уравновешивать его власть будет парламент. И еще народный курултай. Все это будет, если народ поддержит, конечно. Вся работа президента и работа правительства и парламента будет прозрачной. А не страшно лично вам, если Кыргызстан проголосует за Жапарова, брать на себя такую ответственность? Да, я полон решимости сделать свою страну сильной, обеспеченной, безопасной. Конечно, меня пугает возможность того, что я могу допустить ошибки. Именно поэтому говорю, что в систему государственного управления должны прийти профессионалы. Президент – лидер, который несет за всю ответственность, но лидер, у которого есть сильная команда профессионалов. Кстати, в этих процессах я вижу большую роль отечественных СМИ. Никакого ущемления свободы слова не должно быть. Это та свобода, которую мы должны охранять и защищать. СМИ – это мост между властью и обществом, который мы должны укреплять и расширять. Это пойдет всем на пользу. Что в вашем понимании взвешенная политика в плане отношений государства и религии? Кыргызстан был и есть, должен оставаться светским государством. Мы должны помнить, что у нас живет много национальностей, и они исповедуют разные религии. Нужно вести тесную работу со всеми духовными институтами. В целях национальной безопасности нужно контролировать деятельность религиозных общин и различных образовательных центров. Со стороны государства должны быть контроль и сотрудничество. Без давления, но строгим соблюдением закона. Предлагаю вам несколько блиц-вопросов. Постарайтесь ответить максимально честно, пожалуйста. Вы националист? Нет. Я человек, который гордится своими корнями, хочет сохранить традиции, воспевает культуру и дух своего народа и будет защищать их. Какое ваше любимое блюдо? Национальное блюдо – курдак. Вам хорошо в Бишкеке? Здесь должно быть хорошо не мне, а жителям столицы. Будет хорошо им, будет хорошо мне. Вы когда-нибудь плакали на людях? Да, и не стыжусь этого, я живой человек. Вы когда-нибудь поднимали руку на женщину или ребенка? Нет, это недопустимо. Сделаю все возможное, чтобы все женщины и дети Кыргызстана были в безопасности. Последняя книга, которую вы прочли? Почему одни страны богатые, а другие бедные? Американских экономистов Даррена и Робинсона. Вы счастливы? Не могу я быть счастлив, пока мой народ в беде. Может, откажетесь от политических планов и заживете обычной жизнью? Обычной жизни у меня быть не может и нет. Я не откажусь от планов, потому что должен защитить кыргызстанцев. Обязан выполнить все их наказы, оправдать доверие. Что вы пожелаете вашим оппонентам? Крепкого здоровья, конечно, и чтобы независимо от результатов выборов народа, они оставались настоящими патриотами нашей страны. У нас разные политические взгляды, но наша цель одна – обеспечить светлое будущее нашей страны, Кыргызстану. Для всех нас судьба народа должна быть дороже всего.
И последний вопрос. Садыр Нуркажоевич, подобными прогрессивными идеями делились и делятся, пожалуй, все кандидаты. Нечто подобное декларировали и бывшие президенты. Откуда у вас уверенность, что вы все это сможете сделать? А у меня нет другого выбора. Да и тут вопрос стоит не только обо мне. Дело в стране, в народе. Если сейчас не навести порядок, не выйти из кризиса, мы можем потерять абсолютно все. Можем потерять государство. Мне страшно от этой мысли. Я кыргыз, и для меня нет ничего дороже этой земли. В ней похоронены мои предки, мать с отцом, мой сын. На этой земле живут и будут расти мои дети. Я не собираюсь искать лучшей доли или бежать куда-то. Моя семья вынесла многое, но главный, самый сложный путь впереди. Я готов к критике, готов и к насмешкам, но это все не важно. Главное, что мне выпал шанс сделать страну могучей, вернуть кыргызстанцам былую силу. Я не упущу этот шанс ради памяти своих предков, ради своих детей, ради моего народа. We'll be right back.